смотрите информационную программу «Вести Тьма» на Сосногорск, в студии Мария Ледовских. Здравствуйте. На этой неделе состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой Республики Коми Владимиром Уйба и председателем Государственного совета Республики Коми Сергеем Усачевым, на которой были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона. Наконец-то Республика Коми дошла до Палаты регионов Совета Федерации, и мы очень рады, что состоятся Дни Республики Коми. Это хорошая возможность показать, что сделано в республике, какой опыт интересный, который можно было бы транслировать на другие регионы, какие проблемы, в чем нужна поддержка. Естественно, регион непростой, мы это хорошо понимаем, северный, сложный, с застарелыми проблемами, каких достаточно. Тем не менее, я внимательно все поизучала материалы за последние годы, и под вашим руководством, Владимир Ильич, есть движение, безусловно, в решении острых проблем, о которых говорят граждане. В рамках часа субъекта Российской Федерации на 565-м заседании Совета Федерации сенаторы обсудили вопросы развития Республики Коми. Владимир Уйба рассказал о природно-ресурсном потенциале республики, инвестиционной активности, социально-экономическом развитии и обозначил вопросы, решения которых не требуют отлагательств и невозможно без поддержки на федеральном уровне. Также Владимир Уйба и Валентина Матвиенко осмотрели выставку, посвященную достижениям и перспективным направлениям развития Республики Коми. Впервые в республике прошли дни в Совете Федерации Республики Коми, и это было настолько важное, очень нужное мероприятие для придания нового ускорения в развитии, комплексного развития Республики Коми, что, конечно, мы будем еще получать результаты этих 3 дней в течение как минимум ближайшее десятилетие. Владимир Уйба назвал событие уникальным и важным. В результате встречи он лично убедился в твердой поддержке и комплексном подходе к решению имеющихся проблем со стороны государства. Накануне Дня местного самоуправления учащиеся первой городской школы побывали в администрации Сосногорского района. Ребятам не только провели экскурсию, но и рассказали о том, как устроено местное самоуправление у нас в районе. Андрей Калиничев продолжит. Знаменитое стихотворение «Кем быть» никогда не потеряет актуальность. В старших классах школьники начинают понимать, что детство заканчивается. Это значит, что нужно определяться с будущей профессией. Именно для этого и проводятся мероприятия, которые позволяют юношам и девушкам хотя бы издалека выбрать дорогу, по которой им скоро предстоит пойти. Профориентационная работа с ребятами у нас проводится с раннего возраста, но ребята более взрослого возраста посещают различные предприятия, заводы и прочие организационные предприятия, которые есть у нас в городе. Естественно, одним из предложенных вариантов у нас появилась возможность посетить именно экскурсию в администрации. Так как стоит она у нас в городе, все мимо нее проезжают, смотрят, но никто из ребят почти не знает, а что это такое, что здесь происходит, сколько людей здесь работает и чем они именно занимаются. Учащимся первой школы рассказали о муниципальной службе, работе народных избранников, а также о том, как в Сосногорском районе проводятся выборы. До всех этих возможностей ребятам рукой подать, ведь после получения диплома о высшем образовании двери администрации перед ними открыты, а стать депутатом можно и того раньше. Территориальная избирательная комиссия в течение 10 дней проводит проверку, а имеет ли право этот гражданин быть кандидатом, а достоверные ли сведения он указал в своем заявлении. И если проверка проходит успешно, после этого территориальная избирательная комиссия регистрирует данного гражданина кандидатом в депутаты на выборах. После экскурсии у ребят остались незабываемые впечатления и фотографии. Кому-то даже удалось примерить кресло главы Сосногорского района. Экскурсия очень нам понравилась, было очень много всего интересного. Даже задумываемся о том, чтобы прийти сюда на данный момент поработать. Я узнала довольно много, сколько здесь отделов, кадров и так далее. Мне было очень интересно. Ученик Иван Остапко планирует в будущем стать предпринимателем. На экскурсии он узнал, что администрация всячески поддерживает граждан нашего города, желающих открыть свое дело. Мне рассказали, что на 2-м этаже
я могу либо подать заявку, либо позвонить, либо прийти и меня проконсультируют в этой сфере. Напомним, День местного самоуправления отмечается 21 апреля. Поздравления в праздник принимают депутаты и муниципальные служащие, работники и ветераны местных органов власти. Андрей Калиничев, Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести, Тимана, Сосногорск. О некоторых новостях уходящей недели короткой строкой. На этой неделе в России отмечался День ветерана МВД. С этим праздником сосногорские полицейские поздравили заслуженного сотрудника ОВД Эдуарда Павловича Гужева. Сейчас майор милиции в отставке. Службе в органах он отдал более 20 лет. Гости вручили ветерану благодарственное письмо и пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сосногорска осуществили профилактические рейды в поселке Войвож и Верхнеижемский. Жителям поселка было рекомендовано уделять особое внимание соблюдению правил эксплуатации отопительных печей в деревянных домах и банях, обеспечить на летний период дачные земельные участки емкостью с водой, огнетушителем, а также оборудовать дома и квартиры автономными пожарными извещателями. Управление ЖКХ предлагает жителям бесплатно получить бывшие в употреблении строительные лесоматериалы, полученные от разбора ветхих жилых строений. Такие материалы могут пойти, например, на дрова. За конкретной информацией обращаться по телефонам 54429 52065. В эту субботу в городском доме культуры «Горизонт» пройдет фестиваль «Ступеньки творчества». Его участниками стало около 100 талантливых исполнителей, художников и музыкантов, лучшие из которых выступят на сцене. Мероприятие проходит один раз в 2 года и призвано поддержать юные дарования в их стремлении к покорению творческих вершин. В этом году творческий фестиваль пройдет уже в 22-й раз. Его главная цель – пропаганда художественно-эстетического и музыкального образования среди подрастающего поколения. В этом году фестиваль «Ступеньки творчества» мы посвятили Году семьи, объявленному президентом России. Участниками фестиваля выступают обучающиеся детских школ искусств Сосногорского района, но статус он носит открытого. Это значит, что в нашем фестивале могут принимать участие и обучающиеся детских школ искусств из других муниципалитетов Республики Коми. Так, в этом году в фестивале примут участие конкурсанты из детских музыкальных школ искусств города Ухты и поселка городского типа Ярига. Старт данному фестивалю дан был еще в марте. В конце марта обучающиеся отделения художественных дисциплин прошли конкурсный отбор. Компетентные члены жюри уже отобрали лауреатов 1, 2 и 3 степени. Буквально вчера у нас целый день работали музыканты. И 20 апреля в 13 часов в городском доме культуры «Горизонт» на гала-концерте уже выступят лучшие из лучших. Организаторы фестиваля приглашают жителей и гостей нашего города прикоснуться к прекрасному высокому искусству и посетить столь значимое для юных дарований событие. Для тех родителей, кто хотел бы раскрыть в своем ребенке творческий потенциал, самое время подать документы на зачисление в детскую школу искусств города Сосногорска. Приемная кампания уже началась и продлится до 20 мая. Уважаемые родители, уважаемые бабушки, дедушки, детей 6-7 лет, мы вас приглашаем на вступительные экзамены. Приходите, приводите своих детей. У нас очень интересно учиться. Ваши дети будут лучшими. Выбор направлений очень разнообразен. Игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, хореография. Также в этом году для юных талантов открывается класс ткачества по декоративно-прикладному искусству. Попробовать себя в старинном виде рукоделия могут ученики как младших, так и старших классов. Младшие будут ткать на рамочках, а старшие на ткацких станках и станках по гобелену. Обучение ребенка творчеству благотворно влияет на его развитие. Подтверждение тому – талантливые выпускники ДШИ, которые продолжают покорять творческие вершины даже после окончания школы. Ребенок учится работать. У него огромные организаторские способности возникают.
Обучение музыкальному инструменту развивает математические способности и способности обучения к языкам. Развивают коммуникативные способности, потому что они здесь в коллективах, это хор, это сольфеджио, они умеют общаться друг с другом. Ну и вообще играть на инструменте – это всегда очень приятно и красиво, и ты всегда будешь в центре внимания, если ты умеешь играть на музыкальном инструменте. То же самое, кстати, касается и художественного отделения. К слову, благодаря значимой поддержке со стороны государства, материально-техническая база детских школ искусств нашего района постоянно улучшается. Так, в 2022 году в рамках национального проекта «Культура» было полностью отремонтировано здание ДШИ в Сосногорске. В этом году на приобретение музыкальных инструментов из бюджета республики в район направлено порядка 3 миллионов рублей. А благодаря проекту «Народный бюджет» ученики Сосногорской школы искусств вскоре смогут прогуляться по дворику вдохновения. На благоустройство территории выделено чуть более 1 миллиона рублей. В конце выпуска коротко о погоде. В выходные сосногорцев ждет потепление. Воздух прогреется до плюс 10 градусов. Возможен ветер до 12 метров в секунду и осадки в виде снега и дождя. На этом пока все. С вами была Мария Ледовских. Хороших вам выходных и до встречи в ближайших выпусках нашей программы. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88. Детям нельзя разжигать печь самостоятельно. Если тебя оставили в доме, где топится печь, не закрывай заглушку. Нельзя ничего класть на печку. Загорится. Всегда соблюдайте простые правила. А в случае опасности звони в 112.